Ну, это да, это мы создавали какие-то различные общества, да, тайные общества. Ну, всегда все создают какие-нибудь общества, тайные, не тайные. Еще моя сестра, которая на 11 лет старше меня, она вспоминала, что они в своем классе тоже организовывали разные тайные общества. В каком-то состояло 2 человека, в каком-то 3, в каком-то там 2,5. Вот что они организовывали. Вот. И мы тоже, строго говоря, еще в школе, вот, нам захотелось что-то просто сделать что-то такое, что не вписывалось бы в рамки той действительности. Вот сейчас говорят, что застоя не было, его, может быть, не было в каком-то смысле в экономике, всем прочем, он был вот в такой социально-политической, в идеологической, может быть, даже сфере, когда это было скучно, да, когда ты включаешь телевизор или радио, и там тебе рассказывают одно и то же, что вот же партия и правительство снова, значит, перевыполнили план. Какой план, когда в магазинах ничего. В общем, это вот все вызывало отторжение, и хотелось сделать что-то от противного. Вот это от противного мы сделали еще в школе с 4 моими одноклассниками. Мы создали национальную партию Коми. Вот, значит, написали конституцию, гимн, придумали там герб, флаг, черти что еще. Вот, в гимне, кстати, были пророческие слова, что мудрый глава по дорогам свершений что-то там нас куда-то поведет, да. Вот, то есть главу республики, который появился, значит, уже только гораздо позже, мы предвосхитили еще в 1978 году. Там мы изъяснялись уже более свободно, более открыто. Вот те же прически это вот длинные волосы у меня появились еще в школе. Моя фотография с волосами до плеч, как неоднократно говорила наша классная руководительница, которую мы все безумно уважали, к сожалению, ее уже нет в живых, вот, говорила, что Игорь, твоя фотография, как немой укор мне, висит в нашей учительской. Вот, значит, как назидание, вот есть же некоторые ученики, которые ходят в таком виде. Но надо отдать должное нашим учителям. Они терпеливо это сносили, поскольку во всем остальном, кстати, я был не самым плохим учеником, ну что сказать, ну, есть и на солнце пятна. А вот, соответственно, примерно в таком же виде я ходил и в университете. Вот, ну, тогда не один я, у меня несколько приятелей, вот фотографии, которые там на выставке в музее представлены, там как раз вот я, по-моему, с Мишей Кленовым и Леней Юговым, как раз мы, да, предстали вот в таких вот в длинноволосом виде. Там у нас были, когда мы, значит, собирались, там было делать нечего, а особенно нечего делать было на некоторых лекциях, пусть преподаватели на меня не обижаются, вот. И мы там однажды на одной лекции с моим другом Мишей Кленовым решили создать какое-нибудь тайное общество. Не знаю, почему мы назвали его тайным обществом котов. Наверное, потому что нам понравилось, что там кошка у Киплинга «Хожу, где вздумается, гуляю сами по себе». Мы взяли это как бы лозунгом партии, такая вот независимость, значит, от всего, создали это тайное общество. И поскольку дело было, видимо, на какой-то лекции по истории КПСС, где громили троцкизм, мы, значит, приняли постановление, это оно тоже сохранилось, такое краткое как ругательство, Троцкого, сволочь, исключить. Откуда исключить, чего исключить, мы не писали, вот это было одно из первых решений. Потом, когда, если перелистывать бумажки, если там написано, что объявить товарищу Пугачеву выговор за наивный монархизм, ясно было, что это писалось на лекции по истории России XVIII века, значит, изучали мы восстание Пугачева, и что-то, значит,
тоже так вот время, вот так, собственно, и протекала наша партийная жизнь. Поскольку, значит, наши коллеги по курсу тоже создавали разные тайные общества, в основном из одного человека состоящее, наше из двух было самое многочисленное, вот, то мы решили создать такую вот объединенную оппозиционную партию. Собрались, соответственно, в кафе «Северянка», провели там съезд, стали обсуждать какие-то вещи, значит, ни к какому выводу не пришли, сказали, что еще раз снять партии не будем создавать. Но потом, когда решили еще раз в «Северянку» сходить, вот жалко, что этого кафе уже не сохранилось, сейчас там, по-моему, Еврообувь или какая-то еще там магазин в тех местах расположен. Вот. Мы решили создать, что да, создадим не партию, а объединение оппозиционных партий. Один черт, нам просто нравилось сочетание ООП. Мы тогда много говорили про Организацию освобождения Палестины, это было созвучно там. Вот. И что-то там мы приняли устав, приняли программу. Вот. Ключевые положения и программы и устава звучали так: кто против устава — сволочь, кто против программы, соответственно, то же самое, да. Вот, собственно, на этом оппозиционная деятельность и завершилась, хотя вот про это наше, значит, детище уже каким-то образом прослышали компетентные органы. Да, мы же даже издали один рукописный политический журнал «Альманах», значит, да, орган объединения оппозиционных партий. В общем, да, это дело дошло до известных органов, и поскольку там люди были, как я понимаю, в основном умные, вот, значит, знакомые знакомых наших знакомых передали, что, ребята, вы там, конечно, развлекаетесь, но только как-то вот, чтобы не сильно, так сказать, вот, не сильно, ну и ладно.